сюда? Мне только спросить. Вам заключить или расторгнуть? Здравствуйте. Расторгнуть. Уже ушли. А заключить? Тоже ушли, только смерти остались, они до 20 работают. У нас в буфете тоже всегда спрашивают, вам чай с лимоном или молоком? Говоришь с лимоном, отвечают нет лимонов. Говоришь тогда с молоком, отвечают закончилось молоко. Зачем спрашивают? Выяснить потребности. А расторгают до скольки? До 19. А еще без 10. А почему нет никого? Может, это вам знак, что не нужно разводиться? Знаете, это для Министерства труда знак, что госслужащие прогуливают работу. А для меня нет знак. Мне очень надо. Мне сегодня надо. А сегодня уже не получится. Так без 10 же еще рабочее время. Как пятница ведь. Ну что вы, не надо. Вам запах его нравится? Что? Вам нравится запах вашего мужа? Нравится. Ну вот, это самое главное. У нас как учат? Если запах не нравится, то все, труба. Нет даже смысла эти консультации проводить. А если запах нравится, то все шансы есть. Ну что вы, милая, ну не надо. Бьет вас, да? Нет. Унижает, да? Нет. Не работает паразит, да? Работает. Денег не дает, да? Дает. И вообще, я очень люблю этого человека. Милая, мы вам туда. Регистрацию рождения, вся дурь из головы выветрится. Нет, у нас не может быть детей. Так вот в чем причина. Да нет, это не причина. Потому что этот человек, он идеальный и без всяких детей. Так что же вам нужно? Развод. Ой, молодежь, убей, не пойму. Просто я ему изменила. Работающий, богатый, с запахом, до которой не бьет, просто взяла и изменила? Да. Все у вас просто. Я изменила идеальному человеку. Вот жиру вы беситесь. Вот у нас вчера был развод. О, скандальный развод. На девке живого места нет. Ее муженек изверг приходил домой, надевал белоснежные носки, потом ходил по квартире, снимал носки, если находил хоть одну пылинку, избивал жену. Да еще в суде доказывал, что это он, а не она просит развода, потому что женился на свинье. Да еще носки в суд притащил 30 пар, как вещдок. На свинье он женился. А у нас, знаете, всегда так. Регистрируем котиков, зайчиков, разводим козлов и свиней. Да таких свиней с такими козлами разводим, что ни одному колхозу не снилось. Свиньи. Вы мне лучше скажите, зачем вы своему идеальному мужу изменили? Я встретила мужчину своей мечты. А тот, значит, не мечты. Нет, тот просто идеальный. Вы прям проблемная. Вот мечты этот идеальный, может, с носками попробуйте для разнообразия. Нет, не получится. У меня черный пояс по карате. А с виду не скажешь. Да, милый. Да, мой дорогой, прости, сейчас занята, не могу говорить. Слушайте, ваша мечта до завтра не подождет. Нет, до сегодня может, до 19:30. Прости, перезвоню. Должно вас насторожить. Сегодня до 19:30, завтра носки начнут проверять. Может, у него с психикой проблемы? С чего такая требовательность? Нет, он ничего не требует. Он не знает, что я замужем. Здрасте. Приехал. Ну и к чему такая спешка? Понимаете, он сегодня ведет меня знакомиться со своей мамой. Будет делать предложение с кольцом, с коленом, как положено. А я не могу.
Я не могу так вот начинать семейную жизнь с обмана. Послушайте, но ваш жених все равно узнает о вашем бывшем муже. Он не может не узнать. Нет, если вы меня сейчас разведете, он ничего не узнает. Послушайте, но развод не так быстро. Сначала нужно подать заявление, потом дается время на обдумывание. Мне не нужно время на обдумывание. Вам, может, и не нужно. А мужу вашему, может, и нужно. Да и мужу не нужно, он согласен. Послушайте, но есть определенные правила. Развод длится 30 дней. Минимум, если в браке нет детей. Брак неспроста браком назвали. Технику с браком тоже 30 дней в техслужбе диагностируют. Взять легко, сдать невозможно. Потому что нужно думать, когда берешь. Когда берешь, не знаешь, что там окажется заводской брак. Ну и какой брак в вашем муже, о котором вы не знали? Да я же говорю, никакого. Послушайте, а почему нельзя развести сразу, а? Бывают же у вас какие-то исключения. Я могу вам заплатить. Не надо мне ничего платить. А сколько нужно? Да нисколько мне не нужно. И вообще, я очень тороплюсь, идите отсюда. Я вас прошу, я вас умоляю. Я вас тоже прошу и тоже умоляю. Выпихивайте. Так, я никуда не уйду, пока вы меня не разведете. Ну хорошо. Давайте так. У нас в ЗАГСе есть одно правило. Прежде чем подать заявление, с парой работает психолог. Иногда психологу удается сохранить брак. Да неужели это непонятно? Я не психованная! Мне не нужен психолог! Мне нужен развод! А психолог не нужен психованным, а только слегка потерявшимся. Господи ты, боже мой, я никуда не терялась. Мне просто нужен развод. Без психологов, слесарей, сантехников и прочих опций. Просто развод. Я вас прекрасно понимаю. Но у нас такие правила. У вас не примут заявление, пока вас не продиагностирует психолог. Хорошо, где ваш психолог? Ля! Я психолог. Здрасте! Здравствуйте. Можем начать диагностику? К сожалению, нет. Понимаете, милочка, диагностика проводится в паре. По одному нельзя. Понимаете, вам нужно явиться сюда обязательно с супругом. Поэтому приходите Так, завтра. подождите! Он здесь! Где? Здесь! Может, сбежал? Нет, он не может от меня сбежать. Все так говорят. Это я. Это вы, я вижу, супруг ваш где? Мой супруг – это я. А, понятно. Сейчас адресок напишу. Название специально под заведение подбирали. Итак, записываем. Потешная 3. А там что? Больничка там. Посмотрит, пока кое-что надо и разводиться не придется. Нет, вы меня не поняли. Я не сумасшедшая. Конечно, не сумасшедшая, милая. Но на потешную сходить. Да нет же, нет. Я правду вам говорю. Вот. Где же это? Вот. Вот, смотрите. Это свидетельство о заключении брака. Тут не по-русски, я не по-русски не понимаю. Да, у нас такие браки не регистрируют. Я вышла замуж в Лондоне. Тут написано, что я, Росташанская Вера Евгеньевна, взяла в законные жены Росташанскую Веру Евгеньевну. Посмотрите, подпись. Печать. Все законно, подпись. Печать. Налейте ко мне Воды. воды. Это для идиота с носками, что вчера разводили. Коньячку плесните. Там, в шкафчике. Ага. В бутылочке из-под Барбариса. И себе налейте. Я не пью. Молодец.
а мужу на льву. А я всегда говорила, барбарис это вкус детства. Минуту. Что вы делаете? Они же окосили. Мила, они уже окосили, я их в чувство привожу. Благодарю. Да, милый. Ну, конечно, я знаю, который час. У меня просто тут, понимаешь, форс-мажорные обстоятельства. Да, я буду стараться. Угу, целую. Слушайте, я 40 лет работаю в этом ЗАГСе, но такого... Просто вы работаете не в том ЗАГСе. Не в том ЗАГСе? Да, и не в той стране. Не в той стране. Побойтесь Бога. Это давно уже норма. Норма? Да. Сотни людей в куче цивилизованных стран заключили такие браки. Мир сошел с ума. Послушайте, вот в наше время... Ваше время. Ваше время. Одна шведская тетечка нормально так заключила брак с Берлинской стеной. В 1979 году. Ваше время. Наше. Брак был натурально разрушен, когда Берлинскую стену снесли. Но молодая вдова, недолго думая, вышла замуж за великую китайскую стену. Я о таком не слышала. Потому что вас, ваше время, отгораживали от таких новостей, от вас скрывали правду. Господи, может, и хорошо, что скрывали. И как на это событие отреагировал Китай? Он не успел никак отреагировать. Шведка, видимо, достаточно быстро поцапалась с китайской стеной и вышла замуж. За собственный забор. Это серьезно? Абсолютно. Мне можно верить. Я историк, археолог, кандидат наук, кстати. Загуглите про американку Линда Дучан недавно. Она вышла замуж за ржавое колесо обозрения. А до этого у нее были продолжительные романы с поездом и самолетом. Знаете, про стену могу еще понять. Понимаете, может быть, женщины с детства вдалбливали в голову, что замужем, как за каменной стеной. Ну, знаете ли, паровоз. Вот! Браку со стеной! Вы смогли найти оправдание, а моему случаю не можете. А ведь когда я выходила замуж, сидеть в соседнем лондонском ЗАГСе британка заключила брак с 2 своими котами. И ничего! А другая в день свадьбы посадила своего кота в мешок и заявила всем: а моя мама, которая утверждала, что нельзя выйти замуж за кота в мешке, не права! Вероятно, людям совсем нечего делать. Но почему же в 2014 году мэр мексиканского Сан-Педро Хуамилула женился на крокодиле? На крокодиле? Да, мэр, ему явно есть что делать. А браки с бутербродом буррито, телевизором, подушками, надувными куклами, Эйфелевой башней. А сотни людей по всему миру заключили браки всего лишь сами с собой. Я прошу прощения. Коньячку плесните еще. Да. И мужа налейте. Нет, не надо. Сегодня мне встречаться с будущей свекровью
как мне ей объяснить, что это бывший муж надрался, а я абсолютно трезва? Как-нибудь объясните. У вас неплохо получается. Да знаете, и горло у меня сегодня побаливает. Господи, еще и больная. Ой, им тоже больше не надо. Боитесь, что вылезут пьяные и начнут к вам приставать? Ну, Боюсь. милые мои, как говорят наши замужества, замужество быть в замужестве. А вы замужем? Хотите предложить мне выйти замуж за Барбарис? Достойный, кстати, кандидат. Вкусный. Вы понимаете, что мой случай, это же сущая ерунда по сравнению вот с этими, которые с самолетами, крокодилами, поездами. Понимаете? Да, ерунда. Разведите меня, пожалуйста. Слушайте, милая, сколько вам лет? 41. Молодая, красивая, черный пояс по карате, кандидат наук. Почему? Почему вы вышли замуж так? Ну, понимаете, на тот момент это была самая достойная кандидатура. И сколько вы, простите, лет замужем? 5. Какой кошмар. Почему? Почему кошмар? Поверьте, я замужем за очень достойным человеком. Слушайте, давайте серьезно. Я абсолютно серьезно. Смотрите, в британском археологическом обществе существует такое негласное правило. Копают на серьезных объектах только серьезные, остепененные, окольцованные. Остепененные? Да. Это которые степень кандидата наук получили. А почему вы смеетесь? Получается, что вы остепененная, а я не остепененная. Да нет, это просто у нас так говорят в научных кругах. Простите? А что у вас в бутылочке из-под ситро? Ликер. А в ессентуках? Водка, что там еще может быть? А воды у вас нет? Вы алкоголичка? Вообще не пью. Дома нельзя, дома ребенок, для которого ты всегда должен быть примером. Поэтому только здесь и только в экстренных случаях. Закусите, пожалуйста. Благодарю. Так мы с вами остановились на слове «остепенен». Да, степень кандидата к тому времени у меня уже была, а мужа не было. А мне катастрофически надо было быть замужем официально, чтобы работать на самых крупных объектах. Ну, не могла же я выйти замуж за первого попавшегося, а потом что, вот всю жизнь делить с ним имущество? Я вышла замуж за человека, который никогда меня не обманет, который меня не бесит. И вообще, если честно, я вышла замуж за себя из солидарности к себе. Потому что до этого мне прямо перед свадьбой изменил один козел. Козел? Нет. Нет, это я образно говоря. Да. Хотя, знаете, в Судане один мужик... Сейчас с ума сойду. Что, прям свадьба была? Да. Что, прям в ЗАГСе? Да. А знаете, как я выбирала себе свадебное платье? Как? Сама. Просто сама. Меня никто не дергал. Никто не критиковал. Не говорил, что мне вот это все не идет.
платье слишком дорогое. Никто мне не звонил с дурацкими вопросами, когда я приду. Нет, нет, плечи нельзя так открывать. Они у меня широковаты. Соседский Шурик всю жизнь обзывал меня шкафом за плечи. Это он за стойкость тебя так называл, а не за плечи. Плечи у тебя прекрасные. Самые прекрасные плечи в мире. Моя любимая ширина. А какую фату лучше взять? Самую дорогую, разумеется. Не экономи на себе, любимая. Я всегда мечтала носить собранные волосы, но у меня оттопыренные уши. Меня в школе за это дразнили, и в универе даже. Поэтому я ходила с распущенными, а люблю я собранные. Делай то, что ты считаешь нужным. Делай так, как ты любишь, и так, как тебе удобно. Это твоя жизнь. И прожить ее надо так, чтобы ей была довольна. Ты, а не сосед по подъезду, по партии или по кровати, а по поводу твоих ушей. Уши божественны. Мой любимый градус оттопыренности. Собери волосы. Пообещай, что на нашей свадьбе ты будешь с оттопыренными ушами. То есть, нет, то есть собранными волосами. Обещаешь? Обещаю. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Музыка! С этим человеком и в горе
радости, болезни, здравия, богатстве и бедности, пока смерть не разлучит вас. Да, в знак твердости ваших намерений, бесконечной любви, прошу вас обменяться обручальными кольцами. Жених, вы можете обнять невесту. Поздравляю! Объявляю вас мужем и женой. Быть счастливым мечтает каждый человек, но не каждый знает, что он сам творец своего счастья. Сегодня вы начинаете новый путь в свою семейную жизнь, и только в вашей власти сделать ее счастливой. Знаете, чего я боялась больше всего на свете? Чего? Я боялась, что человек, которому я доверилась, в самый ответственный момент на вот этот вот самый важный в жизни вопрос ответит «нет». Я боялась этого, а потом я придумала, как избавиться от этого страха. Единственный жених, который никогда не скажет «нет», это я сама. Ну и как вам жилось в браке? Вы знаете, тогда мне казалось потрясающе. Вещички можно? Извините. Понимаете, никто не разбрасывал свои носки, где попало. А если и разбрасывал, то они не валялись, а лежали. Никто не упрекал меня в неприготовленном обеде. Я могла жрать булки. И муж ни разу мне не сказал, что я толстая корова. Он не подарил мне ни одного тупого подарка, которому надо было показно радоваться и делать вид, что эта хрень мне жизненно необходима. Знаете, я тогда по-настоящему увлеклась этим замужеством, потому что оно было как будто идеальным. Мой муж, он понимает меня без слов. Он чувствует, когда мне больно. Он любит ту же музыку, что и я, те же фильмы, ту же историческую эпоху. Только он всегда рядом со мной и при этом никогда мне не мешает. И, наконец, только он никуда и никогда от меня не уйдет. Лен, ты куда? В Лондон, куда же еще? Сейчас же вернись, еще полчаса рабочего времени. Ну. А мне плевать! Я тоже хочу такого мужа. Нашла, куда устроиться, ага. Да вы меня все достали уже. Когда замуж. Да, замуж. Вы, мама, тетя Лиза, дядя Арман, все достали. Будешь старонадящая будешь. Девушка, я работаю в отделе регистрации смерти, понимаете? Ко мне тут приходят вдовы, вдовцы. Как жить после того, когда один умирает? Это же ужасно. Это же вся жизнь на смарку, все наперекосяк. Хватит! Насмотрелась! Лена! А так получается, что мой муж, то есть он умрет, конечно, но я по этому поводу горевать не буду, потому что не узнаю об этом. То есть мы как в сказке, умрем в один день. Это же гениально. Плюс меня перестанут спрашивать, когда замуж. Лена, сейчас же вернись на рабочее место. Девушка, скажите, пожалуйста, куда Лена, нам это главное официал- идти, чтобы оформить этот брак? Вам сначала надо визу получить. Но вам вряд ли дадут. Там незамужним обычно не дают. А если я объясню, что я как раз замуж еду? Ты сначала английский выучи, потом объяснишь. А вы знаете, девушка, учебную дают.
рабочую дают. Вам нужно письмо от принимающей стороны и выписка с работы, которая подтвердит ваши доходы. Я сейчас такую выписку устрою. Я сейчас такую выписку устрою. Я сейчас маме позвоню. Ля! Она кричала. Так вы проведете психологическую консультацию с нами. С вами проведу. Присаживайтесь. Итак, вам, мужу, вам, мужу, мне. Добрый вечер. Чего ждем? Который час? Час который? 7:30. Так полчаса как закрыт уже, ну. Ладно, тест проведу. Посмотрим, насколько вы совместимы. Итак, тест. Отвечаем А, Б или В. О, мужчина, вам. Вы же вместе, да? Отлично. Не забываем писать фамилию. В конце будет сюрприз. Не, вы классные. Думаю, у вас все получится. А вы тоже в паре, да? Ай, замечательно, давайте. Только фамилию не забудьте. А как, кстати, фамилия ваша? Музычук. Музыкальная фамилия, ну. Держите. И вам. А ваша фамилия? Перехес. А ваша тоже? Ну, молодцы. А с двойными нет никого, да? Ну что ж, начнем. Вопрос номер 1. У мужа комплексы по поводу своей лысины. А вы? А. Совершенно не поднимаете эту тему. Б. С любовью шутите на эту тему. В. Утверждаете, что это сексуально. Но можете так и не думать. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Любовь Петровна. Любовь Петровна, смотрите, у меня нет ни лысины, ни комплекса по поводу лысины. И времени у меня совсем уже нет. Просто напишите букву. Любую? Любую. То есть А, Б и В. А лучше представьте, что она у вас есть. Дальше. 2. И за мужа. Что, если бы у жены была лысина? Хотите 2 отдельных теста заполнять? Не хочу. Тогда пишите. И так дальше. 2. Вы с друзьями ужинаете, муж при всех говорит, что вам не стоит есть сладкое, потому что вы поправились, козел, да? А. Не будете есть сладкое, выпейте вместо этого кофе. Девочки, никогда так не делайте. Б. Сделайте вид, что не услышали, а дома скажете, что он говорил обидные вещи. В. Ответьте, чтобы на себя посмотрел. 3-й вопрос. Вам нравится ездить на велосипеде? Мужу нравится рыбалка. В выходные летом вы А. Изучаете литературу о рыбалке, убеждаете себя, что она вам нравится, покупаете удочку. Везите Б. Мужа отправляете на рыбалку, а сами едете на велосипеде, но при этом вечер вы проводите вместе. В любом случае настаиваете, что вам обоим необходимо ехать кататься. Я чувствую, вы ответите В. Благодарю. А фамилию напишите, я ж потом приз не буду знать, кому дать. Фамилию пишем. Вы написали фамилию? Отлично. Благодарю. Я вас запомнила. Прекрасная, мне нравится. Чувствую приз ваш. Ну а где аплодисменты? Вам не кажется, что проще ответить на звонок? Нет, не проще. Они все время звонят, это горячая линия. Какая-то она у вас холодная, а не горячая. Они звонят круглосуточно и с дурацкими вопросами. Его мама меня достала, что делать? Так и хочется сказать, разводитесь или убейте мать. Но нельзя. Я не могу разорваться на всем. Слушайте, тем более у вас особенный случай. Да,
Да, я, наверное, в вашей психологической практике впервые. Господи, какой практики, я не психолог. Как не психолог? Ну, Вы же сказали. Ну вот именно, сказали, сверху сказали, нужно, значит, психолога. Вот меня и поставили. Наши психушки как? Кто первый халат надел, тот и доктор. Так, назначили. Нужно, чтобы в месяц 2 пары минимум забрали заявление на развод. Не получается? Какое-то. От меня уже все друзья знакомые бегают, которые женаты. Я заставляю их подавать заявление, а потом через 2 недели собирать. Слушай, ну им хорошо, они все равно женатые. И у меня из зарплаты не вычтут. Это и вся ваша работа? Нет, не вся. Я еще встречаю женихов и невест в фойе. Так, это все с тестами? Нет, не все. Нужно еще нарисовать неведомую зверушку с обратной стороны листка. Любовь Петровна, какую зверушку? Это последнее задание и все. Так, неведомую. И замуж. Замужа обязательно. И замужа. Так, замужа. Вижу, вы уже друг другу не подходите. Так, это все, диагностика окончена, теперь меня могут развести. Диагностика окончена. Но развести мы вас не можем. Как? По закону Республики Беларусь у нас такие браки не признаются. Что значит не признаются? У меня же есть свидетель. Правильно! Так вот и езжайте за своим свидетельством в эту вашу кучу цивилизованных стран. Там вас расписали, пускай там и разводят. Покажите. А по закону Республики Беларусь нельзя. Так, хорошо, покажите. Покажите, где в вашем законе сказано, что нельзя выйти замуж за саму себя. Покажите. А вы обратитесь в палату представителей с претензией. Мол, забыли написать в семейном кодексе, что можно жениться на терке или на борще. Только, боюсь, у вас, милочка, ничего не получится. Не получится? Что вы делаете? Ну, хулиганка! Вы прекратите хулиганить! Русским языком написано «руками не трогать». Написано руками не трогать, а я ногами трогаю. Стоп! Я ничего... Тихо! Вот. В Семейном кодексе Республики Беларусь черным по белому написано, что жениться могут только мужчина и женщина. А если я чувствую в себе и мужское, и женское начало? То вам на потешную 3. Любовь Петровна, миленькая, дорогая, я прошу вас, я вас умоляю, помогите мне. Понимаете, извините, руками должностное лицо. я не могу явиться к его матери замужней женщиной. Там не мать, там не Гера, там монстр, дьявол воплоти. Мой жених ждет дня нашей свадьбы как избавления. Избавление от чего? От матери своей избавления. Она его третирует. Она ему не дает спокойно жить. Она делает все, чтобы он никогда не женился. Господи, чего ж так не повезло-то парню? Это же ужасно. Когда у матери с сыном такие отношения, ж врагу не пожелаешь. Вот у меня с ребенком полная идиллия. Знаете, он заботится, переживает, звонит все время. На рынок ездит за яблоками, в аптеку за лекарством. Он вообще всегда был необыкновенным ребенком. Знаете, он когда был маленький, уж простите за подробности, когда какал, рассматривал, что получалось. И что получалось? Однажды какашки легли в форме скрипичного ключа. Не, ну может они обыкновенно легли, но мой ребенок рассмотрел в них музыку.
мечта может быть пьющей и курящей. Господи, что же мне делать? Бросать его к чертям собачьим. Нет, я его люблю, понимаете? Я впервые в жизни по-настоящему счастлива. Должен же быть хоть какой-то выход. Выход есть. Надо ехать в Лондон, где расписали, там разведут по закону. Если б не было. Алло, да, любимый, да, я помню, конечно помню, но у меня тут непредвиденные обстоятельства. Да, я, понимаешь, сегодня не могу прийти к твоей маме. Отец, сегодня не могу. Нет, только, понимаешь, у меня форс-мажор. Меня срочно вызвали в Лондон. Да тут женщина какая-то сумасшедшая мне мешает. В Лондон, повторяю, да, в Лондон. Раскапывать Саеберта. Нет, милый, первая буква С. Мод. Ну не матерись. Милый, я не люблю, когда ты материшься, алло. Мод. Он еще и матерится. Сегодня он гробницу обматерил. А завтра он вас обматерит. Он просто очень расстроен. Сегодня такой важный день для нас, а я как... Слушайте, это все равно не повод. Вот мой сын никогда в жизни не произнес ни одного матерного слова. У нас вообще в семье никто не матерится. Да, у вас никто не матерится и не пьет. Да, потому что все идет от семьи. Вот, от семьи. Вы же поняли, какая тут мамаша. Слушайте, бросайте его к чертям вместе с этой мамашей. Так хорошо все рассказала. Замужем за прекрасным человеком. О, сына, музыкант. Алло, привет, мой золотой, мой сыночек любимый. Слушай, тут такое дело. Кто пьяный? Ты как с мамой разговариваешь, мой золотой? Ты маме говоришь, что она пьяна? А может, маме плохо стало? А ты вот так вот. Есть билеты на завтра, но такие дорогие, а через неделю в 2 раза дешевле. Но он же не будет меня ждать неделю. Слушайте, что такая хорошая, а? Совестливая. Другая на вашем месте уж к черту разорвала бы это свидетельство. Ой. Я просто неудачница. Господи, что вы такое говорите? Ну? Чего я добилась? Ничего. Что вы говорите? У вас черный пояс по карате. А у меня только от плаща и тот коричневый. Вы убить любого можете. Это только взглядом. И это потолок. Вы кандидат наук исторических. Вот много в нашей стране девушек, кандидатов в науку. Вот девушек, а мне 41. Вам всего 41. Много тут 41 девушек кандидатов. Некоторые в 30 уже доктора, а я в 41 кандидат. Саеберт этот. Копаешь. А может, это вообще не его гробница? Вот тратишь так свою жизнь, а может, вообще не там копала? Вот так и с мужем. Пилишь его, пилишь. А потом, понимаешь, не того пилил. Вы знаете, ведь он моложе меня на целых 4 года. Да он моложе вас.
вас всего на 4 года, разве это разница? Его мать, она будет меня ненавидеть. На любую мать есть управа. Сейчас научу Да. тебя, иди сюда. Да, иду. Узнай, какое блюдо она готовит лучше всего. И никогда, слышишь, никогда не смей его готовить. Я вообще не умею готовить. Господи! Доставку ресторана никто не отменял, будем жить красиво. А я не умею убираться. Наймете домработницу. Вы такая хорошая. Я да. Особенно когда выпьешь. Вот вы знаете, на человеке все-таки сказывается, когда он растет, как я. Моя мама, она всегда думала, за какие такие грехи Бог послал ей меня. Она вслух думала. Господи. Она даже била меня. Поэтому я пошла на карате. Первую половину своей жизни я прожила как будто постоянно доказывая своей матери, что я хоть чего-то стою. Господи, как же я не хочу вторую половину своей жизни доказывать все то же самое свекрови. Так, прекратите панику! Прекрасный вы человек! Что, слепая, чтобы это не рассмотреть? Вот я была бы счастлива, что у меня была такая невестка, как вы. Мама, что случилось? Ты сказала, тебе плохо. Сыночек, что ты кричишь, а? Зачем орать-то? Вот. Какой еще мод? Верочка, я не понял. Матюш, это ты матерился? Что? Это ты матерился по телефону? Ребенок, ты пробовал?
пробовал курить? Ты же обещал, Золотой, что никогда не будешь этого делать и пить. Послушай, Мот. Какой еще Мот? Его зовут Матвей. Мама, это сокращенно. Мне так нравится. Молчи! Я мать. Я дала тебе это имя, которое нравится мне. И это имя Матвей, а не какой-то там Мот-обормот. Матюша, что лучше? Это смесь матрешки и тюти. Не надо, Мот. Не сметь! Не сметь называть моего сына Мотом. А могу я узнать, что здесь вообще происходит, а? Вера, почему ты здесь? Ты же сказала, что поедешь на раскопки этого Еберта. Она тебе очень много чего сказала, а ты всему веришь. Любовь Петровна, зачем вы так? Вы же совсем недавно говорили, что я прекрасный человек, и вы мечтали бы о такой невестке, как я. Я это говорила незнакомой женщине, которая пришла ко мне на прием, а не своей невестке. И вы ей, слава Богу, никогда не станете. Почему вы так думаете? Потому что вы слишком много мне рассказали. Достаточно, чтобы мой ребенок никогда на вас не женился. Мама, мне 37. Тебе 36 лет и 6,5 месяцев. А ей 41. Скоро будет 45, не дай бог. Мама, я взрослый мужчина, и я в состоянии сам выбрать себе жену. Это не ты себе жену выбираешь, а это я выбираю мать своему внуку, какая она мать. Вера будет прекрасной мамой моего ребенка и твоего внука. Она не умеет готовить. Ну и что? Рестораны и доставку еды никто не отменял. Будем учиться жить красиво. У нее бардак в доме. Чего ты так решила? Она ненавидит убираться. Ну и что? А мы наймем домработницу. Я же не на уборщице женюсь. Ты вообще ни на ком не женишься. Я женюсь. Нет, не женишься. Точнее, ты женишься. Лена! На какой-нибудь другой, хороший, умный, талантливой, здоровой, молодой девушке. Женюсь на Вере. Да она убьет тебя. У нее черный пояс по карате. А ты только в шашки и в шахматы, то под моим присмотром. Ты же сама мне запретила ходить на айкидо и кудахтала над каждым моим синяком и грозилась застрелить обидчика. Матюша, одумайся. Мама, это женщина, которую я люблю. Женщина, которую ты любишь, это я. Твоя мать. Я родила тебя. Ты выпил циклоферон? Мама, я выпил сегодня водки и закрыли эту тему. Как? Залпом. Какой кошмар. Очень ответственный вечер предстоял. Я, правда, не думал, что настолько... Это она тебя спалила. Она тебя спалила, сынок. Она сегодня здесь первым ко мне. Любовь Петровна, может быть, вы расскажете Матвею, как все было на самом деле? Это не я расскажу. Это вы расскажете моему сыну все, что рассказали мне до этого. И даю вам на это 5 минут. Матюша! Через 5 минут ты сам перехочешь на ней жениться. Матвей, Прости, я должна сказать тебе, поверю. что там такая ситуация. Что ты творишь? Отойди от нее! Я была заразить тебя. Это безответственно с вашей стороны. Вы что, не могли объяснить моему ребенку, что у вас болит горло? Мама, я надеюсь, ты шутишь. По мне видно, что я шучу. Хорошо. Раз уж мы тут все собрались, хотя должны были в 20:00 сюрпризом. Сыночек, я прошу тебя, больше никогда не делай мне таких сюрпризов. Я не знаю, что и почему у вас тут произошло, но менять свои планы на вечер я не намерен. Мама, это Вера. Как неожиданно. Что вы делаете? Мне сейчас упадут яйца. И раз уж мы здесь, куда у вас тут твои заявления? Никуда, слава богу, закрылись. Хорошо. Какие часы работы? Никаких. Закрылись на век вечный, сынок. Ля! А, смотри, моя школа. Молодец. А забыл тебя представить, мама. Верочка, это мама. Ты ошибся, сынок, неправильно сказал. Нужно говорить, Вера, это мамочка. Мамочка, это Верочка. Помоги мне! Верочка, мне уже сказала, как ты меня представила. Вера, монстр, истеричка! Меня свадьба ждет, как я избавление от своей сумасшедшей матери. Вера, ты такое говорила? Я говорила это посторонней женщине, которая в ЗАГСе работает. Откуда мне было знать, что это твоя мама?
Я помогу. Не надо мне помогать. Я помогу. Ну, не надо мне Я помогать. помогу. И ты, сынок, мой золотой ребенок, не можешь явиться в наш ЗАГС с заявлением по очень простой бытовой причине. О, а интересно, по какой? Вера, вы сами скажете или мне рассказать? Да что рассказать? Господи, вы, Мимикова, сделайте что-нибудь! Что сделать? Дайте ей опохмелиться. Что? Спроси у мамы. Что сделать? Быстро в шкафчик, бутылку с водой! Нету! Нет, нету! И нет, просто кружку дайте! Лена! Лена, чайник! Лена! Дайте! Что вы делаете? Заливай, заливай воду! Эй, дыши, Лена! Дыши, говорила, дыши! Сделайте ей искусственное дыхание. Бессердечная! Я бессердечная. Оклемалась. Ой, а этим каюк? А кто им насыпал столько корма? Это вы. Вы во всем виноваты. Это вы убили моих рыбок. Я? А кто еще? Если бы вы не явились сюда сегодня, я бы спокойно ушла на работу, а рыбки бы спокойно плавали. Господи, за что вы меня так ненавидите? Я ненавижу вас с самого рождения, Матюши, как любая нормальная мать. Может быть, мы расскажем Матвею, как все было на самом деле с рыбками. Единственное, что нужно рассказать моему сыну, почему он не может подать заявление в ЗАГС. Не трогайте меня. Вы считаете, ему необходимо это знать? Необходимо. Вы считаете, что после этого он будет чувствовать себя счастливее? А я вам не мешаю? Мне лично мешает только эта 41-летняя женщина. Мама, ты ведешь себя некрасиво. Да, сынок, я веду себя некрасиво. Но только лишь потому, что твоя невеста замужем. Вера? Нет веры этим верам. Вера, это правда? Формально, правда. А, подожди, почему ты мне ничего не говорила? Ты что, ты меня обманывал? Вера, Вера, постой! Вера! Единственная женщина в мире, которая никогда тебя не обманет, это твоя мать. Мама, отпусти Я меня! не отойду. Да что это за детский сад? Это жизнь, сынок! Ты еще скажешь мне спасибо! Господи, что ты так убиваешься-то? Сыночек, миленький. Вот, например, на тебе сейчас беленькие плавочки. Можешь не проверять, я знаю. Это я их постирала, погладила и положила сверху. А брак, сынок, это как большая стирка. Тут белое нужно стирать белым, а черное с черным. Если тебя беленького постирать вот с этой, то все твое белое полиняет и испортится. Мама, мне 37. Тебе 36. Какие нахер белые плавочки? Ну вот, ты уже материшься. А что я говорила? Вот, уже маленькое черное пятнышко на твоих белых. Мама! Сынок, у нас в доме никто не матерится. Потому что у нас в доме никого нет. Сынок, самое главное в жизни – это сохранить свой цвет. И найти человека в такой же белой одежде. Мама, какую бы женщину я не выбрал, она для тебя всегда будет черная. Полностью, частично, в черный горошек, в черную полосочку, но никак не белая. Сыночек, как видишь, черный горошек – это не критично. Но у женщины, которая ушла отсюда, у нее, сынок, не горошек. Она вся беспросветно черная. Ну вот откуда ты знаешь, а?
Вера прекрасный человек. Ха-ха, врет она прекрасно, это я заметила. А ты в курсе вообще, что она крупный ученый? Такой крупный, что ее не видно за шваброй. Кстати, она буйная. Да, она пинала здесь платье. Ногами, сынок. Зачем тебе тощая, буйная, с черным поясом по картежинам? Затем же, зачем мне мать, которая желает мне зла? Как может желать зла мать, которая живет ради тебя? Да, мать. Ты слышал? Ее мать. Она просто Мегера. Врагу не пожелаешь. Она искалечит тебе всю жизнь. Ее мать уже 5 лет как умерла. Она с того света тебя достанет, такой тип матери. Кстати, о матери. Это Вера. Она же тебе в матери годится. Вот руками не трогать. В какие матери? У нас 4 года разницы. Или 4, практически 5. А это колоссальная разница. Это, можно сказать, другое поколение. Вот посуди сам. Когда она в 10 лет решала уравнение, ты, сынок, ходил на горшок. И понятия не имел, что такое X и Y. 5 лет разницы. Это, по-твоему, в матери годится? Да, сейчас такие нравы. В 5 лет рожают. Слышал про Лину Медину? Родила в 5 лет. Мама, что ты несешь? Я несу свет. А это, мадам? Нравы! Интересная штука. Кстати, раз уж речь зашла, а не подскажешь, откуда я взялся? Какое это имеет сейчас значение? Нет, это имеет значение. Для меня это всегда имело значение. Это для тебя не имело значения, потому что тебе так было удобно. Ну, откуда я взялся? Что меня аист принес? 4200 для клюва как-то тяжеловато, нет? Может быть, меня из интернета скачали? Досада! Интернета тогда не было. Остается одно непорочное зачатие. Зачем ты так со мной разговариваешь? Я всю жизнь отдала тебе, я посвятила тебе всю жизнь, я все делала для того, чтобы ты был счастливым. Свинья ты неблагодарная. О, свинья! Значит, мой отец хряк, да? Слушай, а не подскажешь, в каком свинарнике мне его искать, а? Ну, это хотя бы какая-то наводка. Странное дело, вот мой отец не отжимался со мной, не подтягивался, как отец Вадика, не брал меня на рыбалку, бриться не учил, потому что ты решила, что он мне не нужен. Мама, когда у пацана есть отец, из него вырастает мужик, а ты из меня вырастила куклу. Сыночек, не обижай меня, пожалуйста. Ты единственная радость моей жизни. Я желаю тебе огромного счастья. Мама, если бы ты желала мне счастья, ты бы не разговаривала так с моей любимой женщиной. Что? Несмотря на то, что ты узнал, что у нее есть муж, она остается твоей любимой женщиной. Тебя не смущает, что она неверная жена? Вера! Верная. Господи, какой ты еще наивный, сынок. Ну посуди сам. Если она, будучи замужем, завела роман с собой, следовательно, она изменила нынешнему мужу. А женщина, которая изменила в первом браке, обязательно изменит и во втором. Мама, не делай из мухи слона. На лицо слово. А ты делаешь из него муху. Послушай, мне 37 лет. Тебе, сынок, 36 лет и 6,5 месяцев. Ты еще ребенок. Мама, Какой ребенок? Наивный ребенок, совершенно не знающий жизни. мама, Лермонтов в моем возрасте уже 9 лет как умер. А Максим Дунаевский как раз в 5-й раз женился. Да, черт побери, моему ребенку уже могло быть 18 лет. Тогда у твоей матери мог бы быть уже 5-й инфаркт. Господи, рыбка! Опять чуть не Бойся ты. Ну что Ложи ж ее ты- обратно. Что ж ты будешь делать, а? И кружка для отдельно, сынок. И вода кипяченая из чайника. А она собака. Она рыбка, мама. Может, ей просто тошно одной в клетке. В кружке. Скажи, сколько лет должно пройти, чтобы ты выдала мне лицензию на женитьбу? Нисколько я уже нашла тебе прекрасную невесту. Оригинально?
Здравствуйте. Вашей маме зять не нужен? Позвольте представить, Матвей. Что такое? Ты неправильно меня понял. Господи, она тебе... Она старше тебя на вечность. Леночка, можете на минуточку? Зарегистрировать ваших рыбок не могу. У меня рабочий день закончился. Какое отменное чувство юмора. Привет, Матвей. Привет. Вот и хорошо, мы уже поздоровались. Куда собралась? Дежурная по рыбке. Пообщайтесь немного, а я скоро приду. Мама, ты забыла проверить, не больное ли у него горло? У нас с больным горлом на работу не ходят. Как дела? Нормально. У тебя? Тоже ничего. Как мама? Нормально. Нравится тебе здесь? Как здесь может нравиться? Не знаю. Вот и я не знаю. Что нового? На английский записалась. Молодец. Зачем? Замуж выхожу. Молодец. За иностранца. Да, И английский изучаешь, чтобы его душа не была для тебя потемками. да, всю жизнь его знаю, а все не могу понять, что за фрукт. Как же вы с ним столько лет общались, что ты только сейчас на английский пошло? А он не понимает меня с полуслова, поэтому мы как-то без слов обходились. Извини, один звонок. А это горячая линия остывает. Кто с ней так? Мама твоя. Что, так много звонили? Много. Можешь положить трубку нормально. Я ухожу, никто звонить не будет. Лена! Что, ты звонил? Я. Зачем? Матвей, можно тебя? Слушай, ты звони Вере, а лучше езжай за ней, она у тебя классная. Классная. Но замужняя. Она тебя не обманывала, она развестись пришла. Сюда? Да, и муж у нее тоже классный, только ты никогда ничего не спрашивай о нем. Я выхожу за того же, что и она. В смысле? Да благодаря твоей Вере я за один вечер нашла себе мужа. Лена, успокойся. Почему ты такой говоришь? Ну вот! Не прошло и 5 минут, как ты уже умоляешь Леночку остаться. А что я говорила? Что я говорила? Да, мы уже прям решили пожениться. Да, только поссорились из-за цвета платья, поэтому я... Ну чего тут ссориться? Цвет платья может быть только белым, и точка. А Матвей хочет шампань. Он уже надрался сегодня шампань, с него хватит. Не, мама, я сегодня беленькую глушил. Леночка, ты же понимаешь, он шутит. Понимаю, я пойду. Куда пошла? Вы еще толком не узнали друг друга. Отношения, Лена, это работа. В первую очередь над собой. Ой, мама, откуда тебе знать? Не перебивай мать, садитесь, буду вас диагностировать. Слушай, продиагностируй лучше свою рыбку, у нее суицидальные наклонности. А мне пора. Матвей, сидеть! Только одно несложное задание. Сидеть, Лена! Что тебе сложно? Да, мама, мне сейчас сложно, мне сейчас очень сложно. Сидеть! Сидеть! Нужно нарисовать неведомую зверушку. Ну так нарисуй ты же всегда за меня поделки делала. Но сейчас нужно, чтобы именно ты нарисовал. А, то есть тогда не надо было, чтобы именно я. Господи, тебе что сложно нарисовать? Вот смотри, палка, куречек, вот ты вы. Кому ты звонишь? Вере. Сынок, ты с ума сошел? Твоя Вера пациент психиатрической лечебницы. Отлично, я пошел. Куда? В аптеку. А? Уже горло болит? Горло болит, скажи. Мне голова от тебя уже болит. Правильно, поехали вместе. Я тебе вызову такси. Сынок! Если ты сейчас поедешь к этой Вере, я буду вынуждена тебе сказать, кто ее муж. Зачем? Что это изменит? А я все равно скажу, потому что она очень не хотела, чтобы ты об этом узнал. Любовь Петровна, вы психолог в ЗАГСе. Это как священник в церкви. Вы не имеете права выдавать семейные тайны. А я выдам ради
ради счастья моего сына. Нет, вы не смеете! Лена, иди, рисуй этому зверушку, что ты вмешиваешься в разговор? Вы не должны это говорить ни Матвею, никому бы то ни было! Я все равно скажу, сынок, я скажу. И если после этого ты все равно на ней женишься, я сама своими руками сдам тебя в психушку. Отлично! Мы поженимся прямо в психушке и родятся у нас психушата! Сынок, твоя вера, она действительно с отклонением. Я запрещаю тебе так говорить, мама! Обычно это моя реплика. Я способный ученик. Сынок, я понимаю, что это трудно и практически невозможно поверить, но твоя вера больной человек. О, сейчас покажу тебе ее зверушку. Любовь Петровна! Лена! Полчаса, как закончился рабочий день. Иди домой, мама будет волноваться. Не будет! Лена, почему ты все время вмешиваешься в разговор? Да потому что вы меня сами мешаете! Я мешала, но сейчас ты мне мешаешь. Мама Лена выходит замуж за бывшего мужа Веры! За кого? За бывшего мужа Веры? Ну, во-первых, сынок, он еще не бывший. А во-вторых, знаешь ли, бывшим никогда и не станет. Однако замуж я выхожу. Лена! Послушай, Леночка, не валяй дурака. Муж Веры прекрасный человек. И Вера очень, очень с ним счастлива. Ведь она это говорила? Так пусть она останется счастливой вместе со своим мужем. А вы с Матюшечкой пообщайтесь немножечко. Да! Очень подло с вашей стороны и некрасиво. А замуж я выйду за прекрасного человека. Вот правду говорят. Любовь зла. Да, Любовь Петровна, вы зла. Да! Может, любовь и зла, но не настолько, чтобы выйти замуж за саму себя. Не понял. Вот и я не поняла, сынок, как ты умудрился клюнуть на шизофреничку, которая вышла замуж сама за себя. Вера за Веру. Ее вынудили обстоятельства, ее предали, ее задолбали. Ты готов стать следующим мужем после нее самой? Она хотя бы поступила честно и ни от кого не скрывала. Кроме как от моего сына. Матюша, сынок, подожди, мать. Матюша, подожди. Господи! Почему мы живем в Минске? А не в какой-нибудь там Березе. А чем Минск отличается от какой-нибудь там Березы? Потому что в Березе один ЗАГС. И если б я его сожгла, мой сын никогда бы не совершил самую большую ошибку в своей жизни. А в Минске куча ЗАГСов. Сожгу этот, пойду в другой. Итого 8 абсолютно здоровых бойцовых рыбок. Когда они родились? Я на родах не присутствовала. Когда вы их купили? Да не знаю, Лена. Так и запишем. Рыбки бойцовые. 8 штук. Граждане Республики Беларусь. Да, место смерти. Аквариум в ЗАГСе. Леночка, это же официальный план. Дата 5 марта 2024 года. Причина – тяжелое алкогольное отравление. Леночка,
Светочка, ты с ума сошла, да? Место регистрации, подпись, Лена, не пугай. печать. Могли еще жить и жить. Долго и счастливо. А тут раз, и накрыл писец. Раз и нет. Я больше не могу здесь работать и любовь питать. Лена, что ты такое говоришь? Мне такого труда стоило тебя сюда устроить. Это шикарное место. А по телефону вы мне другое сказали. По какому телефону? По горячей линии. Так это ты звонила? Там вы мне сказали, что существует 1000 мест намного лучше того, где я сейчас работаю. И стоит только захотеть как нужное место, обязательно найдем. Лена, это нечестно. А еще по телефону вы мне сказали, что не стоит мучить себя работой, которая приносит одни страдания. Что человек, чувствующий себя несчастным на работе, точно так же чувствует себя и вне работы. Леночка, ну ты сейчас говорила чужому человеку. Понимаешь, я же не знала, что это ты звонишь. А нужно было поговорить. Правильно, надо было поговорить с глазу на глаз и все. А у нас с глазу на глаз не получится. Вы сразу третьему глазу донесете. Маминому. Кстати, по телефону вы мне сказали, что никто не вправе вмешиваться в мою жизнь. Правильно, потому что у меня есть память как психолог, по которой я и говорю, ну тебе бы я такого никогда не сказала. А чем я отличаюсь от тех, кто вам сюда звонит, а? Тем, что ты дочка моей лучшей подруги, и я несу за тебя определенную ответственность, Лена. А за тех, кто вам сюда звонит, вы не несете определенной ответственности. Вы же, по сути, одним движением мизинца можете помирить, убить, развести, оживить. Поэтому я и говорю по инструкции, ну. Ты просто не понимаешь, ты ребенок, ты просто не понимаешь своего счастья. Это шикарное место. Госслужба. Пенсия, как у госслужащих. Льготы. Сейчас что, большой выбор, ну? Нет у меня выбора, но здесь я работать не буду. Это почему это? Да потому что я каждое свидетельство оплакиваю. Я представляю, каким человек был, кого он любил, что он любил. Высокая нервная организация. Не знаю насчет высокой. Лена, спокойно, спокойно, Лена. Это точно. Я больше не могу эти бумажки рыдающим родственникам выдавать. Не могу. Был человек, жил человек, а потом баба, получите, распишитесь бумажки. Вот это все, что от него осталось. И ее выдаю я. Ну и что здесь такого? А ничего такого! Просто я представляю, что там вписаны мои родные. Да я свое свидетельство представляю, оно же в любом случае когда-то будет. А для тебя это новость, все там будем. Не новость! Но думать об этом каждый день я не могу, я с ума сойду. Здесь должен работать кто-то другой. С невысокой и с ненервной. Отлично. Вот сейчас маме позвоним, и ты все ей расскажешь. И скажи, а что вы меня все время мамой пугаете, а? Я не пугаю, я просто напоминаю, мама, надо позвонить. Это еще хорошо, что перестали в свидетельствах причину смерти указывать. Иначе бы я на второй день свихнулась. Я это все представляю, а потом рыдаю полночи. Так по какому поводу рыдаешь? Ну не пишут же теперь в свидетельстве причину смерти. По поводу, как легко быть вписанным в свидетельство о смерти. Достаточно просто идти, нечаянно подскользнуться, упасть и неудачно удариться головой, и все. Или нечаянно поперхнуться едой. Едой? Леночка, ну не нужно утрировать. Я не утрирую! Вот Скрябин, например, писал свою гениальную музыку с цветомузыкой, а потом просто выдавил прыщик на лице. Просто прыщик на просто лице. Заражение крови и смерть. И у отца Маяковского также. Он просто случайно проколол иголкой палец, когда сшивал рабочие бумаги. Раз! И заражение крови. И все, конец. И у сына его также раз, и все. Жил, писал, главным поэтом страны стал, а потом раз! Что-то щелкнуло у него в голове, и он бабахнул себя из пистолета. Вот черт. А Эдгара По случайно укусила собака в случайном квартале. Вот. Почему именно эта собака там проходила? Ну она что, не могла пройтись по другому кварталу? И почему нужно было кусать именно Эдгара По? И почему именно у этой собаки, которая проходила именно по этому кварталу и
укусила именно Эдгара По, оказалось бешенство, от которого умер великий писатель. Почему? Господи, я не знаю почему. Давайте все Обломовсик! Он просто вовремя не удалил главное. Ему говорили удалять, а он махнул рукой. Махнул рукой, протянул ноги. Из-за обычного хронического танзелита у него просто горло болело. А у Айсидоры Дункан был просто шар на просто шее, который просто случайно зацепился за колесо автомобиля и задушил ее. И все. Конец. Глупый, идиотский конец. А Брюс Ли? Брюс Ли? Непобедимый Брюс Ли, который мог одной левой уложить сильнейшего и сильнейшего. Знаете, как он умер? Господи, он что, умер? Да. У него заболела голова. И он выпил таблетку Экваджестик, которую от головной боли принимали миллионы людей. Моментальный отек мозга и смерть. То есть, понимаете, от этого никто не застрахован. Это вообще какая-то большая лотерея. Повезет, не повезет. Вы понимаете, о чем я говорю, Любовь Петровна? Понимаете? Понимаю. Вот ты есть, а вот тебя нет. Так легко. На это иногда даже секунды достаточно. Раз и нет. Бешеная собака, бешеный человек, гланды, иголки, прыщ, неважно. Раз и нет. А вы? Откуда вы знаете, сколько вашему Матвею осталось? Господи, что ты такое говоришь? Это же Матюша! Ты что? А что для вас новость, что его когда-то не станет? Так, что это? Матюша! Матюша, сыночек! 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 Сейчас я... Матюша! Сынок, ты был в аптеке? Матюша, никогда не бери лекарства Экваджестик, даже если будут говорить, что хорошее. Ты услышал меня, да? Это самое важное и главное, что я хотела тебе сказать. Самое важное и главное? Да вы не про то ему сказали. Не про то? Матюша, я тебя люблю. Нужно в счастье жить, Любовь Петровна, чтобы потом не жалеть, что не успел счастливым побыть. Поэтому я увольняюсь. Простите меня. Алло. Саш, привет. Я люблю тебя. Ну почему сразу сошла с ума? Просто хотела сказать, что люблю тебя и хочу, чтобы ты на мне женился. Произошло. Черт, у меня сын вырос, а я не заметила. Представляешь, взял и вырос, да? Да. Теперь не боюсь травмировать его детскую психику. Жду тебя в ЗАГСе. Замочком платья на спине, не просто штамп, а класс,
жена, драма мне не нужна. Только что опомнилась, пролетела молодость, словно мимо станции поезда. В браке или в тоске хватит слов на песке. Может, померещилось одиноким вечером счастье где-то в дальнем далеке. Бывает в жизни ситуации, не пожелаешь врагу. И если в чем-то нужно расписаться мне, то лишь бессилие могу. Известно, что у каждой женщины своя вселенная внутри, как платье чувства наши переменчивы. Попробуй, подбери. Мама или жена, драма мне не нужна. Только что опомнилась, пролетела молодость, словно мимо станции поезда. В браке или в тоске хватит слов на песке. Может, померещилось одиноким вечером счастье где-то в дальнем далеке. Кем-то был придуман ЗАГС раньше, чем рентген и факс. Раз любовь на свете есть, все будет 36,6. Мама или жена, драма мне не нужна. Только что опомнилась, пролетела молодость, словно мимо станции поезда. В браке или в тоске хватит слов на песке. Может, померещилось одиноким вечером счастье где-то в дальнем далеке. Ну что это вот с платьем, с кольцом, господи, с лимузином, лебеди, чтоб на капоте и торт, с кремом, с розочками. Господи, ты себя берегла. Господи, только бы застегнулась. Мама! Любовь Петровна! Ну вот, ушла. Счастье есть! А кто у нас распишет? Ну да. Так, закрой глаза. Закрыла? Стоп. Готова? Да. Открывай. Красиво? Да. Но кого-то не хватает. А так? А так в самый раз. Вот. Послушай, ну неужели нельзя было сразу мне обо всем рассказать? Вот. Ну, откуда мне было знать, как ты отреагируешь на это? Ты, кстати, знаешь, что мой муж, если что, и по физиономии может тебе заехать. И я тут буду абсолютно ни при чем. Ну неужели нельзя было понять, что я буду ржать до тех пор? Вот, вот. Ира, а я сейчас тебя целовал или твоего? А я не поняла. Надо маме позвонить. Может, не надо? Надо, Ира. Надо.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня жизненная коллизия. Моя любимая женщина 5 лет прожила в счастливом браке сама с собой. Ну, не в таком уже счастливом. Судя по диагностике, они с мужем совершенно не подходят друг другу. А оставшуюся часть жизни я хочу, чтобы эта женщина прожила со мной. И я хочу, наконец, чтобы моя любимая женщина стала моей законной женой. Но вторая моя любимая женщина этого не хочет. Но это логично. Кто захочет делить с кем-то любимого человека? Ну так что же нам делать? Избавиться от одной из них. Точнее, выдать ее замуж. Мам, ты серьезно? Вот! Да, мама. Как приятно, что ты со мной согласен. Да, мама. Ты бесподобна. Я знаю. Да, кстати, передай Вере, что пока я жива, пусть не смеет готовить сборную солянку и штрудель. Вера, тут мама тебе по телефону передает, чтобы ты не смела готовить сборную солянку и штрудель. Мама, она плачет. Я сейчас узнаю, из солянки или штруделя. Сынок, никогда не дари прыщи на лице, слышишь меня? Если тебя укусила бешеная собака, пожалуйста, немедленно поставь укол от бешенства. Мама. И гланды надо удалить, как советовала Ирина Михайловна, когда тебе было 12 лет. Зачем? Сыночек, и никогда не покупай непроверенные лекарства от головы. Обещаешь? Хорошо, мама. Только один вопрос. Какой? Поменять мне подгузник и обработать попку присыпкой можно доверить Вере? Или нам к тебе обращаться? Дурак. Выпил циклоферон? Нет? Опять дурак. Сынок, пообещай мне, пожалуйста, только одну вещь. Какую? Сыночек, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не надевай длинный зеленый шарф, который тебе подарила тетя Рита. Это все, что нужно мне сделать для того, чтобы ты мне разрешил жениться? Да, Мама, я тебя обожаю. я знаю. Ой. Ой, а вы что, тоже в Лондон собрались? Спасибо за комплимент, Леночка. Шутка. Спасибо, Леночка. А я вам тут свежих рыбок принесла. Спасибо. Боже, рыбки мои, любимые мои дорогие. Боже, господи. Надо их срочно покормить. Мама! Хорошо. Выпить. А вы что, тоже новых купили? А, нет, это старые протрезвели. Мы тут все протрезвели. Господи, особенно я. Ленка, иди сюда. Слушай, я вот что подумала. Не надо тебе в Лондон ехать. Слышишь? Иди на мое место работать. И на регистрацию торжественно тебя поставим. А вы? Я? А я выхожу замуж. И на Бали. Будешь сегодня мою свадьбу вести. Мама! Боже мой. Мама, и еще у нас молодожены. Ну что, счастье есть? Правда, Верочка? Правда.